В Хангаласском Улусе прошло заседание коллегии Департамента занятости населения республики. Вокруг каких вопросов шла речь в материале Виолетты Засимовой? Поднимались два вопроса. Взаимодействие муниципального района Хангаласский Улус со службой занятости населения по развитию рынка труда и реализации программ занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в рамках государственной программы содействия занятости населения Республики Саха-Якутия на 2012-2016 годы. В первую очередь произошел обмен опытом работы. Были озвучены очень интересные идеи именно Центра занятости города Якутска и Чурапчинского улуса. Именно по квотированию рабочих мест и трудоустройству несовершеннолетних граждан на летний период. На 1 июля этого года общая численность безработных в Хангаласском Улусе составляет 1800 человек, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За последние 4 года порядка 1% в год уровень безработицы в республике падает. Мы сейчас примерно находимся, если в рамках Дальневосточного федерального округа, где-то посередке. В рамках Российской Федерации у нас уровень безработицы чуть выше, потому что основная проблема с безработицей на селе. Вот в городах Якутск, Мирный, Ленск, Алдан, Нерюнгри, там проблем с безработицей нет, там минимальный уровень. В конце заседания руководитель департамента Александр Дружинин и глава Хангаласского района Юрий Зайцев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения на 2014-2016 годы, которое предусматривает целый комплекс мероприятий, направленных на преодоление безработицы в Улусе и оптимизацию рынка труда. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский Улус.